Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. И сегодня мы хотим показать вам 3 передержки и рассказать, как у нас идут дела, как живут наши спасеныши. Все вы уже знаете о передержке Наташи номер 1. Это самая большая и самая трудная ситуация. Наташа наспасала с разных регионов, и с южных, и с Якутска, и местных, очень много несчастных собачуль, но не рассчитала свои силы. Это понятно. Когда хочешь спасти жизнь, о деньгах не думаешь. Но наступает время, когда становится нечем кормить, не на что лечить. Не рассчитала, потому что не ожидала, что многие собаки будут нуждаться в лечении и даже в операциях. А это все денежно затратно. На передержке сейчас проживает порядка 150 собак. И она одна, Наташа, на всех на них, без помощников. Это и якутята, их порядка 40. Краснодарские спасеныши, 80 или 90 хвостов, и спасенные из Подмосковья. Наташа спасает всех и всегда. Именно на ее передержке ею спасенных собак в 4 раза больше, чем платных моих собак. Поэтому денег на такое количество спасенных ею на собак, на их и лечение, и корм не хватает катастрофически. А если отключат еще и электричество за неуплату, то домик, в котором живет она с мелкашами, не сможет обогреть радиатором, который работает от сети. Проблем очень много, обо всем не расскажешь. И весь конец года, все 3 месяца, мы также очень много спасали. И вы это видели. Собака увеличилась и стало еще трудней. Не у всех есть финпомощники, значит, не у всех есть регулярная ежемесячная помощь. К примеру, на Ефимку из прошлого ролика так никто на финкураторство ежемесячное никто не откликнулся. Жалко его, жалко и других, и от этого грустно. А еще у Наташи живет шикарная, добрая якутская собачка Фрея. И у нее эпилепсия. Без таблеток ей никак. Летом мы вам о ней рассказывали. Лекарства сейчас подорожали, но она не может жить без кепры и поглюферала ежедневно. Иначе приступы судороги, припадки. Проходит это все очень тяжело. Сейчас и лекарства закончились, а на карте 0. Но не должна собака страдать, потому что не на что купить лекарства. Итого у нас с Наташей 2 якутские собаки с эпилепсией. Одна живет у Наташи, это Фрея, и другая на квартирной передержке, это Шерри. Конечно, они не пристроятся. Мы давно их сняли с пиара. Но корм и лекарства им жизненно необходимы. И на них мы тоже просим у вас помощи, друзья. Помогите им. Друзья, кто из вас захочет помочь Наташе, внизу под роликом поставим ее карту. Давайте поможем ее спасенышам тоже.
передержка номер 2. Здесь живут помимо хозяйкой спасенных и мои 63 собаки, в том числе известные вам по роликам собачули, такие как Алтай, Пьеро, Гоша, Карат, Барри, Майя, Молли, Монро, Луна, Жак, Сальма, Тими, Томи, девчонки, опекаемые Пьерошей, Лика и Мальва, Лева, Сара, Липа, Бэмби и так далее. Итого 63. И для них надо закупать также корм. На передержке всегда чистота и порядок, строгий режим кормления и выгула, и собаки к этому привыкают. Разгар зимы. И так много проблем и волнений, особенно для куратора, на котором более 200 собак. Без вашей помощи, друзья, не справлюсь. Не думайте, что их кто-то накормит. Нет, это не одна и не 3 собачки. Их более 60. Это большая ответственность. И мы помним, что спасение – это не вывоз в Москву, это их содержание и пристройство. Вы знаете, из каких условий мы спасаем хвостиков. Их холод, и голод, и ранения. Сколько страданий испытали наши спасеныши. Поэтому часто то одна, то другая проблема со здоровьем. Помните Робина? Он приехал в мае прошлого года с больной лапой. Ему провели операцию, вытащили осколок кости. И вроде бы все хорошо. Прошло почти 1,5 года, но вот опять появился свищ на этой же лапе, на этом же месте. И так без конца. То одной собачуле, то другой требуется помощь и лечение. И, конечно же, главная наша проблема всегда – это корм. Сегодняшний ролик выпускаем на сбор средств на корм. День стольника, друзья. Впереди праздники, впереди январь, впереди пик зимы. Нам обязательно надо закупить как можно больше корма. Друзья, пожалуйста, помогайте. Без вас мы не справимся и не вытянем их. Я вас очень прошу, пожалуйста, день стольника, а лучше всего неделя стольника. На передержке номер 3 также спасеныши, также якутские. Их порядка 70. Сегодня только часть из них вошла в ролик. Это передержка вольерного содержания. Там живут все недавно приехавшие: Найда, Старк, Добби, Басик, Груня, Фаня, Руфа, Салли, Дружок, Ральф,
Умка, Купер, Даня, Шаня, Кузя, Клоун, Чук, Гек и так далее. Порядка 70 собак. О них заботится замечательная семья. И повторюсь, это очень тяжеленный труд. Да, это труд, и поэтому это работа, а не волонтерство. Здесь нет выходных, здесь жизнь по часам, по строгому графику. Нельзя отъехать, нельзя их оставить. Строгий контроль. Эта работа тяжелее, чем работа офисная или любая рабочая профессия, где есть график работы и выходные. Но без нашей финансовой поддержки их никто не накормит, не вылечит, если мы не поможем, если мы не будем помогать постоянно. И если мы уж их спасли, то и ответственность на нас, а именно куратор как организатор и ваша финансовая регулярная поддержка. Друзья, пожалуйста, помогайте им. Без вас нам не справиться. Без вас они не выживут, а мы должны их обязательно довести до счастливого пристройства. А такой царь горы у нас. Ты что, нагулялся? Ты так хочешь пойти домой? Ну, худышкин наш еще. Еще не откушался, да? Надо тебя дочесать. Это вон какие клоки еще остались у тебя. Ты поиграться хочешь, да? Друзья, мы показали вам часть передержек. В следующем ролике мы продолжим показывать, как живут наши спасеныши. Ведь у нас есть также и индивидуальные, и малонаселенные передержки тоже. Покажем и новый прилет. Оставайтесь с нами, помогайте накормить, помогайте им забыть якутские ужасы. Друзья, День стольника.